Здравствуй, прекрасная республика! Сегодня вторник, но ощущается он совсем как пятница. А все почему? Ну же, ответ, друзья, на поверхности. Завтра мы будем отмечать День защитника Отечества. Лично я уже готов принимать поздравления, но так уж и быть, до завтра подожду. А сегодня мы вышли в эфир, чтобы создать вам праздничное настроение. Это программа «Студия 11». Чем мы вас порадуем, расскажем прямо сейчас. Один армейский день. Северин Арпа испытал все свои силы в Визинге. Учебное пособие. Какими знаниями поделится наша землячка со всей Россией? Спор деревьев. Мультфильм от юных творцов из студии Катшасин. В Визинге завершился республиканский конкурс «Один армейский день». Будущие призывники прошли разные испытания. Это и разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба в интерактивном тире и даже небольшой марш-бросок. Свои силы проверил и мой коллега Северин Арпа. В этот раз один армейский день собрал по свои знамена 9 команд из Прилузского, Сыктывдинского, Кайгородского, Сысольского районов и Сыктывкара. Традиционно в начале общее построение, напутственные речи. Самая многочисленная делегация военно-патриотического клуба «Веркань» подготовила показательное выступление. У нас красные! Держу! Группой руководила хрупкая девушка Наталья Попова. Она 3 года занимается в клубе. Пришла сюда за физической нагрузкой, но сейчас нравится не только это. Наверное, тактика, работа с оружием, работа в группах, также полевые выходы. Наталья собирается поступать в Академию МВД. Впрочем, связать свою судьбу с армией или другими силовыми структурами планируют и другие участники соревнований. Я доволен, прежде всего, форматом проведения соревнований, потому что в команде участвуют 4 ученика, 5 руководитель, он же преподаватель ОБЖ или работник физвоспитания. И поэтому они вместе с ребятами и бегут 5-й марш-бросок, они разбирают автомат, они отвечают по военно-политической подготовке. Здесь бойцы, которые завтра могут стать на защиту Отечества. Все. И не сопляжуй. Потому что 5 километров пробежать, это, извините меня, надо еще мочь. Марш-бросок на 5 километров. Вот стартует 22 курсанта клуба «Веркань». Им от 9 до 15 лет. Шагом! Марш! Во время марша, конечно же, запланировано выполнение разных тактических упражнений. Так что нашим курсантам сегодня будет весело. Изготовка к бою, передвижение попеременно бегом и шагом, движение в колонне – все это с автоматом в руках. Но даже самые юные участники не сдавались. Где вот мы приближаемся к точке, из которой мы вышли. Это школа. Вот там наша группа основная сзади. Мы тут впереди. Это наша скорая помощь сегодня. Заканчиваем маршрут. Столы, все довольны. Все задачи, поставленные командиром, выполнены. Сладкие минуты финиша. Ура! Молодцы, молодцы, молодцы. По мнению руководителя клуба Евгения Напалкова, такие выходы обязательно нужны каждому курсанту. Во-первых, ребятам, детишкам нужны личные победы. Обязательно, без них личностного роста не будет. Они должны доказать не нам, доказать прежде всего себе, что они могут, что у них есть стержень, что у них есть воля. Гости соревнований тоже отметили важность такого события. Детям в любом случае надо окунуться вот в эту атмосферу. Вот этот армейский день, он действительно сегодня показал вот тот стержень и запал у ребятишек, которые вот сейчас занимаются военно-патриотическим делом. Смотрели на лица детей. Им это надо, и мы обязаны дать им такую возможность участвовать в таких мероприятиях, заниматься этой подготовкой, развивать клубы и так далее. Баба принял решение на базе Крахаль создать республиканский патриотический центр, который таким одним из базовых крупных. И на его территории планируется
создать все условия для развития этого направления. Главный трофей Кубок военного комиссара Республики Коми достался команде средней школы села Визинга. Впрочем, без медалей и наград не остались и другие участники соревнований, проявившие себя в личном или командном зачете. Когда выбор стоит между печатной книгой или ее более современной сестрой книгой электронной, я всегда выбираю первую. Во-первых, получаю удовольствие, когда тактильно ощущаю бумажные страницы. Во-вторых, обожаю книжный запах, хотя, возможно, я просто консервативен. Совсем недавно печатный труд Ирины Мишгородской вышел на российский рынок тиражом 1000 экземпляров. Но нет, это не художественная литература. Ирина написала учебное пособие по информатике. Все подробности узнала Алена Туркина. Теория – это, конечно, хорошо, но, как показывает практика всегда лучше. Прямо сейчас я в руках держу учебное пособие по информатике. Здесь собраны самые лучшие практические задания, и рядом со мной стоит его составитель Ирина Мишгородская. Ирина, я думаю, стоит вам рассказать про то, как появилась идея создать такой вот сборник практических заданий, и как вы к этому пришли. Ну, я так думаю, что у любого преподавателя, где бы он ни работал, в техникуме, в колледже, в школе или в вузе, всегда есть какие-то наработки, которые помогают проводить практические занятия, теоретическое обучение. Соответственно, у меня эти наработки были вот уже в протяжении 20 лет. Сначала это было просто листочки, потом они собирались в какие-то маленькие сборники. Потом эти сборники вот в 2018 году я соединила в большой сборник, большого формата, для того, чтобы ребятам было легко выполнять задания. Ирина, вот у нас перед нами на столе лежат два сборника 2018 года и 2022. 4 года разница. Есть ли разница именно принципиальная в заданиях, собранных там? Эти издания практически ничем не отличаются, потому что сборник направлен на практическое применение, то есть здесь нет лекционного материала, здесь практические задания. И практические задания, они ориентированы на те специальности и профессии, которым здесь обучаются у нас ребята. Ну, наверное, как и во многих других учебных заведениях. Ну, единственное, наверное, отличие, что учебник, вот это учебное пособие, которое издано, оно больше себя нацелено на выполнение практических заданий в офисе Microsoft Office. Ирина, на какой возраст рассчитаны задания, собранные в этом учебном пособии? Учебное пособие – это учебное пособие практикум. Рассчитано, оно, во-первых, утверждено экспертным советом и рассчитано на студентов, обучающихся в среднем профессиональном образовании. Ну вот вы, как педагог, сами используете свое творение в работе со студентами? Да, это является основой моей работы, то есть все практические задания мы берем вот, из этого чуть-чуть старого учебника, да, практического пособия. То есть все берем отсюда. Вот все, ничего больше нет. Какой-нибудь пример заданий нам покажите, расскажите. Ну вот давайте, чтобы был связан с профессией. Да, предположим, вот у нас есть задание. Необходимо при изучении программы электронной таблицы Excel ребята выполняют расчет стоимости проезда, предположим, от какого города до какой-то по определенной марке бензина, по стоимости определенной марки бензина. Каждый творец, пусть даже преподаватель информатики, хочет, чтобы его издание видело как можно больше людей. Вот как вам удалось сделать такую книгу? В прошлом году наш техникум принял участие во всероссийском конкурсе книжных изданий по двум направлениям. Это учебные пособия, учебный практикум. В результате участия во всероссийском конкурсе я получила диплом лауреата, и книжное издательство «Кнорус» предложило мне опубликовать мое издание. С меня требовалось оформить мою методическую разработку с их требованием, а все остальной дизайн был за издательством. Благодарим вас за встречу. Спасибо большое. Всего доброго. Говорят, что в споре рождается истина. Наверное, так и есть. Вообще спор – процесс увлекательный. Высказываешь свое мнение, выслушиваешь чужое, делаешь свои выводы, а после остаешься при своей точке зрения или ее меняешь. И, как выяснилось, прелесть в этом видят не только люди. Ребята из мультстудии Катша Син сотворили мультфильм «Спор деревьев» по сказке Ушинского. Смотрим. Заспорили деревья между собой. Кто из них лучше? Вот дуб говорит: я всем деревьям царь. Корень мой глубоко ушел, ствол в 3 обхвата, верхушка в небо смотрится. Листья у меня вырезные, а сучья будто из железа вылет. Я не кланяюсь буром
прогнусь перед глазу. Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: не хвастай много, дубище, что ты великий тост, зато растут на тебя одни желуди, свиньям на потеху, а мое румяное яблочко и на царском столе бывает. Слушает елочка, иглистой верхушкой качает. Погодите похваляться. Придет зима, и будете вы оба стоять галешеньки. А на мне все же останутся мои зеленые колючки. Без меня, в холодной стороне, житья бы людям не было. Я ими печку топлю и избы строю. Блогеры разные бывают. Есть и кулинары, и модели, и путешественники. Думаю, в огромном интернет-пространстве каждый найдет своего инфлюенсера и человека с полезным контентом. А самое классное, что у этих людей можно и опыт позаимствовать. Какой именно, расскажет Никита Чернов. Блогеры – уникальные люди. Кажется, им подвластна любая профессия. Они могут освоить любое дело самостоятельно. Вот, например, Ольга Королькова влюблена в High Heels. Она создала школу и теперь передает свои знания ученицам. И все с помощью соцсетей. В основном я веду свою личную страничку, то есть у меня набор идет через личный аккаунт, то есть девочки смотрят на видео, на фотографии и приходят конкретно по моей страничке. Для кого-то танцы не мое. В этом случае можно просто красиво позировать. И здесь не обойтись без талантливого стилиста. Такого как Настя Король, чьи работы публикуются в европейских журналах. Залазите в Pinterest и смотрите всякие картинки, вдохновляетесь, изучаете какие-то тренды, и это вам очень поможет. Самые непоседливые – travel-блогеры. Они предпочитают уехать с камерой на месяц-другой, зато потом монтируют очень сочный материал о природной красоте нашей страны. Можно съездить в другой район, можно уехать из Сыктывкара за 200 километров и посетить тоже очень красивые места. Ну, то есть вокруг очень много. Ну а после путешествия можно побаловать себя вкусным обедом. В этом поможет Юлия Панюкова, которая неоднократно становилась звездой нашего телеэфира. А теперь наша съемочная группа лично посетила ее кухонную цитадель. Вот, это хамон. И знаете, как мы его назвали? Жора. Почему Жора? Потому что дети смотрели «Свинку Пеппу». Как назовем? «Свинка Пеппа». Что уж секреты таить, но пока и распутывать нашу веб-паутину рано. Поэтому все вкусности раскроем в новом блогерском неформате. Сегодня в 20:00 на Юргане и 24 февраля в 17:45 на УТР. Не пропустите. Мы подошли к середине нашего выпуска. Даже нет, не так. Мы подошли к середине нашего предпраздничного выпуска. Прямо сейчас берем небольшой перерыв, и если вы, милые дамы, еще не придумали добрые слова, которые подарите завтра своему мужчине, то сейчас у вас есть возможность это сделать. Мы удаляемся, но скоро вернемся. Не скучайте. А вот и мы. Не хочу терять ни минуты вашего драгоценного времени, потому давайте уже посмотрим скорее, чем богата вторая часть нашего позитивного инфозабега. Ожившие образы. История о человеке, который дарил персонажам коми-легенд лицо. Кризис четверти жизни. Что делать, если экзистенциальные вопросы вводят в апатию? Сценограф, станковый график, иллюстратор книг, постановщик мультфильмов и диафильмов, создатель ярких, необычных образов героев коми-легенд и преданий. Все это о Василии Игнатове, пожалуй, самом узнаваемом художнике нашей республики. В феврале мы отмечаем его столетие. Уроженец села Зеленец Сыктывдинского района, он большую часть жизни прожил в Москве. Но все творчество мастера неразрывно связано с малой родиной. В своих заметках Василий Игнатов написал: «Север – это эмоциональность, декоративность, эпичность, грандиозность, торжественность, величавость, романтизм». О художнике и его неповторимом авторском стиле моя коллега Елена Красильникова. Его работы действительно запоминаются раз и навсегда. Они заметно выделялись на общем фоне принятых в те годы канонов соцреализма, выделяются и сегодня. Творческий стиль Василия Игнатова – это сплав приемов анимации, особой вязи рисунка, эмоциональности и декоративности цветовой гаммы, так пишут искусствоведы.
Наш земляк из села Зеленец получил прекрасное образование, окончил Московское областное художественное училище, затем отделение мультипликации ГИТИСа. Уже там начал работать над визуальным образом Егморта. До Игнатова «Лесной человек» из коми-легенд существовал только в текстах. Позже мастер создал декорации и костюмы к первому национальному балету. Зрители восхищали не только главные, но и второстепенные персонажи Пешгаги. Это его выдумка, да, это фантазийные такие образы, лесная нечисть попросту. В их костюмах соединены элементы самых разных насекомых, животных, и получилась вот такая вот очень интересная фантазийная смесь. Эскизов много, но большинство костюмов первого балета, увы, не сохранилось. В фондах Национального музея нам показали платье Райды и фрагмент головы Пешгага. Восстановить конструкцию, сделанную из проволоки и поролона, уже вряд ли получится. Василий Игнатов известен не только как сценограф, но прежде всего как станковый художник. Он обратился к богатому духовному наследию коми, эпосу, народным преданиям и легендам, создав образы Пера Богатыря, Иркопа, Картайки, Шипичи и других. Привлекала его и тема язычества коми, особая гармония восприятия человеком мира. И хотя вместе с семьей Игнатов жил в Москве, все его творчество связано с родной республикой. Он был постоянным участником республиканских выставок. Он сотрудничал с коми-книжным издательством. Ему заказывали многие работы, которые он писал для республики. Поэтому он, наверное, имеет звание народного художника Республики Коми. Национальная галерея Коми обладает значительной частью творческого наследия Василия Игнатова. Здесь собрано более 200 его произведений и личный фонд документальных материалов. Кроме того, отмечает исследователь Людмила Кочерган, художник создал задел в будущее, повлиял на формирование этнофутуристического направления в современном изобразительном искусстве республики. С первым криком, когда у младенца раскрываются легкие, ему становится нелегко. Добро пожаловать на свет, малыш, и поздравляем тебя с твоим первым жизненным испытанием. Наверное, именно эту фразу сказали бы новорожденному психологи. И до конца жизни, чтобы дышать свободно, нужно пройти череду других психологических кризисов. Поговаривают, что всего их у человека 8. Кризис четверти жизни может ударить по голове в возрасте 20-25 лет. Как с ним справиться, мы узнали у психолога. Анастасия, почему молодежь все чаще впадает в такие кризисные состояния? Я бы сказала, что существуют нормативные кризисы, то есть с ними сталкивается человек на протяжении своего взросления, да, на протяжении становления личности. Поэтому это нормально сталкиваться с этими кризисами. И первый такой кризис, с которым сталкивается молодежь, это 17-22 года, когда они уходят из родительской семьи и сталкиваются со взрослой жизнью. А тот кризис, про который будем говорить мы сегодня, кризис четверти жизни, он обычно наступает к 30 годам, но сейчас он немного помолодел, и он наступает от 20 до 30 лет. И молодые люди как раз-таки с ним сталкиваются. Анастасия, вот мне сейчас 25 лет, большинству моих знакомых тоже примерно столько же. Как понять, что ты вот прямо сейчас в моменте находишься в кризисе? Чем вообще характеризуется кризис 25 лет? К этому возрасту многие молодые люди уже заканчивают университет, кто-то успевает поработать на 2-3 работах, потому что, вы знаете, сейчас молодежь не придерживается одного места работы, и они постоянно пробуют. И поэтому возникает такой момент, что кто я, да, где я, что я вообще достиг сейчас в этой жизни, кем я хочу вообще быть, потому что многие в 25 лет только сталкиваются с этим вопросом, а чем я вообще хочу заниматься. Многие меняют сферу своей деятельности, многие решают обучиться на новую специальность. Кто-то сталкивается с тем, что он заводит семью, у них появляются дети. И вот такое состояние апатии, депрессивного настроения, что я ничего не хочу, что я какой-то неправильный, да, безрезультативный. Вот это все характеризуется как раз-таки состоянием кризиса. И как же тогда из этого кризисного состояния выйти? Ну, прежде всего, не сравнивать себя с кем-то другим, потому что чаще всего молодые люди начинают делать именно это. Сейчас век социальных сетей, вы знаете, у нас красивые картинки, где у всех успешный успех, большой заработок, красивые счастливые семьи, и часто люди не показывают, что стоит за этим. Поэтому, начиная сравнивать себя с другими, мы вгоняем себя в такую эмоциональную яму. Поэтому, прежде всего, нужно ответить себе на вопрос, что я хочу сейчас, постараться поставить цели и продумать действия, которые вы будете делать по достижению этой цели.
На самом деле, вот хоть мы и сказали, что социальные сети это в какой-то степени могут подрезать наше эмоциональное состояние, но увидела там недавно очень интересный совет, мол, если ты находишься в состоянии кризиса, нужно позволить себе там неделю-две пострадать. Да пострадать таким образом, чтобы все слезы выплакать, все нервы как бы, чтобы наладились, да? Вот вы сами, как психолог, считаете, правильная ли эта тактика или все-таки лучше как-то по-другому действовать? Вообще встретиться со своими эмоциями, разрешить себе прочувствовать эмоции – это очень правильная тактика. Разрешить себе ошибаться, признать, что мы не идеальны, не совершенны, и что каждый человек на своем пути так или иначе приобретает какой-то опыт, а опыт, как вы знаете, невозможен без каких-либо ошибок. Поэтому, безусловно, столкнуться, прожить, прочувствовать и потом уже идти дальше. Анастасия, вот вы сказали, что отчасти кризис наступает из-за того, что молодежь слишком рано от своих родителей уходит. И тогда вопрос возникает, как же все-таки вести себя родителям? То есть нужно ли до 30 лет свое чадо опекать, или все-таки это правильно? Чем раньше ребенок ушел, тем быстрее он станет самостоятельным. Вот то, что мы называем отделением и выходом из родительской семьи, называется сепарация. Сепарация – это длительный процесс взросления, когда молодой человек начинает принимать самостоятельные решения, брать ответственность за свою жизнь и так далее, прислушиваться к своим желаниям. И здесь, конечно, зависит от родителей, как пройдет эта сепарация. Некоторые родители, наоборот, мешают этому процессу, они не могут отпустить, они контролируют, дают советы, названивают там 30 раз в день, где ты, что ты, как ты. И это мешает. Молодой человек не может отделиться. Тут важна поддержка со стороны родителей и свобода действий. Так как я уже говорила, что эти кризисы нормативные, бояться их не стоит. С ними сталкивается практически каждый человек. Нужно помнить о том, что за каждым кризисом будет такой скачок роста. Этот кризис вам что-то даст, что поможет вам взрослеть и становиться более зрелым человеком. Поэтому прожить, прочувствовать и двигаться дальше. Анастасия, я думаю, что эти слова для многих сейчас очень важны и полезны. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам. И снова о подарках. Все хотят их купить заранее, но получается, как получается. И вот 22 февраля толпы ищущих презенты защитникам Отечества сметают с полок как нужные вещи, так и самые разнообразные безделицы. Как не разориться на подарках? И можно ли выйти из предпраздничной гонки с полным набором нервов? Ответ на этот вопрос наша Алена искала в одном из гипермаркетов столицы Коми. День защитника Отечества на носу. И в этот праздник мы привыкли одаривать наших мужчин не только приятными словами, но и классными подарками. Но перед тем, как презентовать это чудо своему отцу, брату, мужу, парню или коллеге, подарок нужно приобрести. И тут встает вопрос, а где же это сделать? И ответ на него кроется в стенах гипермаркета «Лента». Так-так, масочку надеть нужно. Говорят, что ничто так не красит женщину, как медицинская маска на лице. Вот, так-то лучше. Друзья, вот это ассортимент! Кажется, что здесь можно найти все, от всеми любимых подарочных носков до качественных автотоваров. Считается, что чаще всего мужчинам дарят шампуни, гели для душа и бритья. И не зря, подарок отличный. К тому же в хозяйстве точно пригодится. Только, дамы, мой вам совет. Аккуратно уточните у мужчины, какие ароматы ему нравятся. А то вдруг купите гель для душа с ароматом сандалового дерева, а он хотел пахнуть брутальной мятой. Для маленьких защитников сюрприз тоже найдется. Конструктор, всеми любимые настолки, машинки на радиоуправлении. Голова идет кругом. Друзья, какой же крышесносный детский отдел в гипермаркете «Лента». И не забывайте, что каждый мужчина до 40 лет мальчик, потому, возможно, именно здесь вы найдете варианты подарков для взрослых парней. Уже совсем скоро начнется сезон шашлыков. Если ваш мужчина любит побаловать семью вкуснейшими блюдами на гриле, присмотритесь к мангалам. Вот такое вложение в будущий семейный досуг. И если мы, женщины, часами можем зависать в магазинах с одеждой, то мужчины то же самое делают в отделе с автомобильными штучками. Масло моторное, оплетка на руль, ароматизаторы. Ну посмотрите, это же мужской рай!
Что еще можно посоветовать? Тельняшки, кружки, сувениры, сладости. Кстати, из этих маленьких радостей можно придумать классный подарочный бокс. Главное проявить фантазию, и ваш защитник точно растает от женского внимания. И не забудьте упаковать подарки. И открытку праздничную положить. Ну, вроде все. Идем на кассу. Ой, чуть про праздничные вкусняшки не забыла. Все мы знаем, как мужчины любят вкусно поесть. Да и что уж греха таить, мы, женщины, тоже любим побаловать себя какими-нибудь прекрасными блюдами. Здесь, кстати, в гипермаркете «Лента» можно уже взять готовую еду. Например, курицу, салаты, пироги. Лучше пусть все будет готово, и тогда отдыхать как-то легче. Пожалуйста, ваш чек, ваши фишки по акции лояльности Viva за каждые 300 рублей в чеке, а также в подарок скидка на следующие покупки. Регистрируйтесь в мобильном приложении «Лента», чтобы получать персональные предложения и бонусные баллы за покупки. Спасибо за покупку, ждем вас снова. Ну что, друзья, поход в гипермаркет «Лента» сэкономил время, силы и деньги. В современном ритме жизни это дорогого стоит. А еще удалось сэкономить благодаря акциям и скидкам, которые магазин предоставляет. И на все про все у меня ушло не более 1,5 часа. И, дамы, мой вам совет. Подумайте о подарках заранее, и тогда не придется в преддверии праздника, сломя голову, бегать меж витрин. Хорошего вам дня и счастливых мужчин! На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Мужчины, поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Давайте чаще радовать наших дам, быть их опорой. Всегда будем подходить к жизни с юмором и, главное, улыбкой. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Андрей Кабишев. Пока.